Добрый день, уважаемые гости! Приветствуем вас сегодня на торжественном мероприятии «Мы вместе», посвященном Дню России. День России – это ответственности за настоящее и будущее нашей страны. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете Верховного Совета Российской Федерации, отмечает праздник День принятия декларации о государственном суверенитете России. С праздником, друзья! Внимание! Звучат гимны Российской Федерации и Республики. Слово для приветствия предоставляется министру по делам молодежи. Раз. Всем добрый день. Разрешите всех собравшихся поздравить от имени главы с наступающим Днем Республики. Особенно приятно и символично, наверное, то, что мы сегодня поздравляем и волонтеров, которые принимают участие в это сложное время, помогают всем нам, нашим ребятам, которые находятся на специальной военной операции. И от имени главы сегодня будем вручать награды. Ну и, конечно же, всем собравшимся, всем благодарности, слова поддержки и пожелать всем здоровья, счастья, чтобы мы все жили в процветающей и сильной державе. Спасибо. За личный вклад в оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей благодарственным письмом главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева боевые шелкопряды Якутии. Отряд «Ботур». Николай Николаевич Мартынов, руководитель учебного центра специальной военной подготовки «Ботур».
Михайловна Савинова, добровольческий швейный цех женщин, матерей Республики Саха-Якутия «Тепло рук» и Лисылага. Ольга Витальевна Шерстяник. Галина Михайловна Шишкина. Волонтерское движение «Внуки победителей». Вячеслав Валерьевич Решке, руководитель волонтерского предпринимательского отряда «Ботур». Слово от имени награждаемых предоставляется руководителю волонтерского предпринимательского отряда «Ботур» Вячеславу Валерьевичу Решке. На самом деле сегодня, во-первых, хотел всех поздравить. Очень знаковое событие, День России. В наше время сейчас декларацию какую-то приняли, там еще что-то. Это действительно День России. Это действительно День нашей страны. Это действительно День независимости. И не понаслышке знаем о том, что сейчас наши бойцы, у них каждый день честь, умирают, погибают, получают ранения, приезжают победителями. Но они сейчас, и прямо сейчас тоже, это каждый день эти люди защищают нашу Россию, делают все, чтобы сейчас мы здесь радовались, влюблялись, растили детей тяжением. Мы не ощущаем здесь сейчас, в Якутске, мы в Москве вот были, не ощущали. Но когда приехали туда, это и очень значимо. То, что сейчас делают там бойцы. И маленькую часть, очень маленькую, мизерную часть к этой победе мы стараемся, как волонтеры, вложить для того, чтобы тоже участвовать в общей победе. И для меня еще это очень значимое событие, награда главы республики, именно потому, что мы очень хотели, чтобы и во время пандемии, и во время сейчас проведения СВО волонтеров заметили и стали как можно больше, что ли, привлекать для разных дел уже на более официальном уровне. Сейчас награда главы — это очень ценно. Еще и получить ее из рук министра молодежи, да, это... А еще это ценно, потому что эту награду мы получаем в День России. Неважно, какой мы национальности, неважно, какой мы возраста, политических убеждений. Мы сейчас все, абсолютно все, от маленького вот ребенка, который здесь бегал, и до взрослых людей, мы все россияне. И я испытываю от этого большую гордость. С Днем России, друзья! Объявляется торжественная передача флага комплекса «Моя история» и оформление постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции. Флаг принимает директор музейного комплекса. Добрый день, дорогие друзья. Этот флаг неоднократно был в Луганской области. Положит начало для сбора вот подобных вещей, которые имеют какой-то смысл в эти вот современной истории. Спасибо. Я хочу немножко пояснить, почему мы подарили с Николаем флаг, который мы держали в растяжку прямо вот около стелы Луганска. Друзья, те, кто живут здесь, мы очень мало понимаем о том, что насколько велик авторитет якутян там.
Это огромная сила. Когда мы проезжали блокпосты, узнав, что мы простые волонтеры, но мы с Якутска, нам честь отдавали. И это не потому, что мы какие-то, а потому, что мы с Якутии. И на протяжении всей нашей, даже вот шеврон Ботура, и люди уже преображались. И флаг Якутии, побывавший в Луганске, это огромная честь как для Луганска, так и для Якутии, так и для музея «Моя история». Мы его пронесли с гордостью, хранили, берегли, и вот в каком состоянии мы его привезли, так мы вам его и передаем. И я надеюсь, что попал в добрые руки. Слово для приветствия предоставляется директору музейного комплекса «Моя история», члену Общественной палаты Республики Саха-Якутия, члену Общественного совета Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Добрый день, дорогие друзья. В первую очередь я хотел вас сердечно всех поздравить с нашим национальным праздником Днем России. Сегодня этот праздник проходит в очень непростое время для нашей страны. И, наверное, как никогда мы должны быть сплочены сегодня. И это праздник не только нашей независимости, как раньше говорили, нашего суверенитета. Это находимся в такой обстановке, когда мы вынуждены снова, как 70 с лишним лет назад, защищать нашу страну на передовой нашей страны сегодня, которая находится на территории, к сожалению, нашей братской Украины. А мы понимаем, что народ Украины — это, собственно, одноплеменной с нами, по большому счету, народ. Но так получилось, что за эти 30 лет, потому что мы вынуждены с оружием в руках защищать наше будущее. И сегодня здесь находятся члены семей военнослужащих, которые защищают нашу страну сегодня на передовой. И мы им обязаны тем, что сегодня и других страшных событий, которые сегодня каждый день, с которыми сегодня каждый день сталкиваются наши россияне на Донбассе и новых территориях, и в Белгородчине, и в Курской области. Я сегодня с большой искренней благодарностью принимаю в дар флаг нашей республики, потому что, и в том числе, конечно же, флаг нашей республики. И сегодня здесь были награждены наши жители Якутии, которые вносят большой вклад в поддержку наших воинов, которые помогают всем, чем могут, тратят на это свои средства, свое время, помогают раненым, шьют маскировочные сети для наших бойцов. Им сказать большое спасибо, большое и искренне вам спасибо, дорогие друзья. Праздник, когда мы устремлены в будущее, когда мы говорим друг другу о том, что мы должны строить сильную, великую, процветающую Россию, как прописано у нас в Конституции. Я вообще считаю, что мы самая, наверное, свободная страна в мире. И поэтому мы такими и должны быть. Мы непременно сохраним нашу историю, нашу культуру, наши ценности. За это сегодня сражаются наши воины. Что касается музейной экспозиции, то наш музейный комплекс — это все-таки музей, и поэтому я хотел сообщить вам, что мы уже на протяжении последнего времени открыли более 6 или, может быть, 7 выставок, посвященных, которых есть сюжеты, посвященные специальной военной операции. И в начале июля мы откроем экспозицию, которая посвящена нашим воинам, якутянам, которая посвящена как раз-таки таким людям, которые помогают сегодня нашим военнослужащим, которые направляют туда свои сердца и свою помощь. И я приглашаю всех вас, я думаю, это состоится 1 июля, в день, день воинов, наших воинов. Я прошу прощения. Музейный комплекс возложена очень важная, я думаю, миссия сегодня – это открыть музей СВО. Есть поручение президента.
И я думаю, что мы постараемся сделать его, конечно, вот благодаря вам и вот таким экспонатам, очень таким ярким, очень продуманным, очень таким пронизанным реальными событиями, переживаниями всех, кто сегодня думает о наших воинах, думает о будущем России. Поэтому спасибо вам большое еще раз. Всех с праздником! С Днем России! Всем добрый день. Во время нахождения моего там на передке, каждый день они мне вот сохраняли жизнь мою, от детей, от всего, сказать, от России. А дети вот пишут всем нашим вот воинам, в том числе и меня тоже. Вот эти вот письма, вот когда я еще вот в госпитале лежал, они тоже вот привозили вот такие вот письма. Давайте вот зачитаю одни из них. Наш герой, поздравляем тебя с Днем Защитника Отечества и желаем крепкого здоровья. Счастья, оставаться храбрым, сильным и смелым. Помним, что тебя любят, ценят и ждут дома. Твоя семья и твои друзья. Так, что-то без очков не вижу никак. Будь уверен, что твои дела будут, твоими делами будут гордиться тобой твои дети, будут равняться на тебя, как на своего героя. Ведь именно ты являешься примером мужества и терпения. Вот такие вот. Для приветствия приглашается Попов Петр Васильевич, руководитель управы автодорожного округа. Граждане, жители автодорожного округа, военного округа тоже здесь есть. Как сказали, я новый руководитель, меня недавно назначили в автодорожный округ. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, тоже от себя хочу поздравить вас всех с Днем России. Ну, завтра будет День России. Хочу поздравить вас всех от всей души, да. И вот к моим жителям я хочу обратиться, да, если у вас сейчас будут какие-то вопросы, которые мы сейчас можем решить, да, пожалуйста, подходите к нам. Ага. Я сейчас здесь буду вот присутствовать. Сейчас также будет, ну, медосмотр будет проходить, тут торжественные мероприятия, кино будут показывать, осмотр стоматолога, по-моему, да. Прошу всех принять активное участие и поздравляю вас с праздником еще раз, сердечно. Стихотворение Кирилла Авдеенко «Маленький офицерик» или рассказ маленького мальчика читает ученик 2 В-класса городской классической гимназии Дамир Вензель. Пусть я маленький Ерошка, пусть я коверкую слова, но мечтаю хоть немного будущего меня. Папа хочет адвокатом, чтобы стал когда-то я. Я их слушаю серьезно и киваю им в ответ. А потом в прыжку к деду у него спросить совет. Не хочу быть дипломатом, адвокатом не хочу. Буду родиной солдатом, деду громко прокричу. Ну а ты, любимый деда, улыбнешься, как всегда. Эх, мой милый непоседа, офицером будешь. Докажу я за обедом маме, папе и коту, что пойду, мой милый деда, я в военный институт. Там меня научат делу, маму, папу защищать. Там я занят буду делом, все науки изучать. А погоны на рубашке темный кожаный ремень и ботинки и фуражку чистить будут мне не лень. И все девочки задорно улыбаться будут мне. Как домой поеду в форме к дяде, тете, всей родне. Пусть я маленький Ерошка, пусть я взрослый, внимание. Дамир Вензель. Дорогие друзья, начинаем концертную программу, посвященную Дню России. Семейство Варгана в исполнении хомусиста-импровизатора Музея хомуса народов мира Алены Платоновой.
Ханусист-импровизатор Алена Платонова. Нашу концертную программу продолжает студия детского танца «Фортуна». Руководители Елизавета Жиркова, Мадина Николаева. С танцем «Россия – это мы». Давно себя спросила, и спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты всегда, ты одна, ты родная. Миллионы нас новый день начиная. Кто-то врач, спасатель, учитель, строитель. Ты себя отдаешь, и ты знаешь, что она за тебя, что одна, что родная. Россия — это мы, это ты и я. Россия — наша гордость, твоя слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия будет. От славянских племен до великой России. Через множество войн, самых лучших теряя, ты своей шла дорогой ни с чем не сравнимой, потому что характер ты одна, потому что такая. Ведь заветом еще рождаешь таланты. Сейчас, если б я себя спросила, твоя главная сила — это люди. Это ты и я, Россия — наша гордость, моя и моя. Россия — это сила, сила, слава, великие люди. Россия была, Россия есть, Россия.
Россия. Елизавета Жиркова, Мадина Николаева. Якутия, гордимся мы тобою, здесь все народы как одна семья. Для вас поют солисты филармонии Якутии имени Галины Кривошапка, Саргалана Никифорова. Саргалана Никифорова, Александр Луценко. Концертные программы продолжают артисты филармонии Якутии имени Галины Кривошапка. Валентина Готовцева, Александр Луценко. Поехали. Ia butuh balai pularenan Uruidu kersedi Egine neresa Urigedi takkaljar bistah Sustar gatargana inikse Ederisas kinari Ederisas kireta
canının yüreğim sevgiden beri birge gereksek sargıla içer. Валентина Гасал. Я занимаюсь рысью всю свою жизнь. И нет для меня ничего дороже, чем Россия. С ней «Выйду ли я на реченьку» в исполнении солиста филармонии Якутии имени Галины Кривошапка. Итак, встречайте, Диана Морук, Ирина Магеррамова. Диана Морук, Ирина Магеррамова. Дорогие друзья, есть прекрасная традиция награждать отличившихся. Для награждения приглашается руководитель волонтерского предпринимательского отряда «Ботор» Вячеслав Валерьевич Рюшке. Вот сейчас мероприятие. Встали вот ребята, мои друзья-волонтеры. Вы выйдите, пожалуйста. Да, да. Вы выходите. Вот так вот встаньте. А по эту сторону, когда старшее поколение наградило... Где ваши ребята? Видите сюда? Вот. Я буду читать... я хочу, чтобы сейчас произошла такая ситуация, в которой молодые, талантливых, активных наших друзей. Поэтому я буду читать, чтобы не путаться, я буду читать так, чтобы уже парами.
Лаптева Влада, кто ты? Вот, пожалуйста. И отходите в сторону. Это очень спонтанно получилось, но я очень хочу, чтобы так получилось, чтобы молодые... Полина, кто это Полина такая? Нету? Заболела, иди. Полине вот. Они мои сестры. Ну, тоже хорошо. Лето, теперь встань, а вы вдвоем будете вручать Валерии. Ярослав, не уходи, ты иди туда вот. Димит. Кто ты, Димит? Демиду вручает директор. Да? Не уходите, встаньте сюда. И так, Максим. Опаздывает. Иди за Максимом. Вот эти. Ну и теперь сам Олег, но ему вручает другой наш боец. А вы подойдите все поближе сюда. Давайте. Как вы вручали друг другу, так и встаньте. Пара по парам. Мы не можем, мы не вечные. И всегда растут новые дети, новые бойцы, новые талантливые люди. И сейчас это мероприятие по вручению грамот показало именно то, что мы вместе с грамотами хотим передать свои сердца, свою любовь к Родине и свое назначение. Помогать и еще раз помогать нашей Родине. Наш концерт народный ансамбль танца «Сюрприз», педагог-балетмейстер Диана Посельская, казачий...
Образцовый коллектив Российской Федерации. Сюрприз! Кремлевские звезды над нами горят, повсюду доходит их свет. Хорошая Родина есть у ребят, и лучше той Родины нет. Встречайте танец детства в исполнении студии детского танца «Фортуна». Руководители Елизавета Жиркова, Мадина Николаева. Детство — это свет и радость, это песни, это дружба и мечты. Детство — это краски и радуг. Детство — это я и ты. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться. Ярко бывают лишь рассветы, ночью звездной спокойно спят моя. Детство, добротой не зря согрето. Детство, завтрашний твой день земля. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, должны смеяться дети и в мирном мире жить. Детство — это летний ветер, парус. Студия детского танца «Фортуна». Богатств и много древесины, и золото, что роют здесь в горах. Но главное богатство — это люди, что делают счастливой нашу жизнь. Эвенкийский танец в исполнении ученицы Надежда Корякина.
Валерия Соловьева. Торжественный парад Алле. Сейчас начнется волшебство, восторг безмерный. Марфы и Сергея Расторгуевых, отличник культуры Республики Саха-Якутия Анастасия Винокурова. Перед вами жанр антипод, жонглирование ногами. Пожалуйста, музыку включите, Анастасия Винокурова. Анастасия Винокурова. Мастер перевоплощения, виртуозный жонглер, отличник культуры Якутии, артист государственного цирка Республики Саха-Якутия имени Марфы и Сергея Расторгуевых, Пантелеймон Габышев. This
Пантелеймон Габышев. Перед вами выступают выпускники Пекинского международного колледжа искусств, артисты Анастасия Винокурова, Кюрней Артамонова, Айталина Ксенофонтова, Аджихан Жарабаев. Калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода, малинка, малинка моя.
Государственный цирк Республики Саха-Якутия имени Марты и Сергея Расторгуевых. Калинка, калинка моя, саду ягода малинка, саду ягода малинка, малинка моя. Российской Федерации народный ансамбль танца «Сюрприз». Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: наша общая цель – это сильная, уверенная, крепкая Россия, страна, в которой комфортно, в безопасности жить, где люди своим честным трудом и талантом могут добиваться успеха. Достичь этой цели мы можем только вместе, проявив всю свою волю и сплоченность, не отступая перед трудностями и испытаниями. Россия, вперед! Близится рассвет духовных сил на плантах. Образцовый коллектив Российской Федерации, народный ансамбль эстрадного танца «Сюрприз». Дорогие друзья, у нас есть небольшой сюрприз. Приглашается предприниматель, общественник, заместитель председателя татарской общины Республики Саха-Якутия Анатолий Николаевич Михайлов. Всем еще раз здравствуйте. Я рад присутствовать на таком большом празднике. Поздравляю всех с наступающим Днем России. Только вот такими многое работа остается незамеченной. И вот этот букет от имени волонтеров я бы хотел вручить Тарабукиной Туяре Николаевне. Вам наш букет за организацию такого мероприятия. Эти люди, видите, абсолютно не на виду, но они всю работу подготовительную делают. Большое вам спасибо. Наилучшего, крепкого здоровья, прекрасного настроения, неиссякаемой энергии, удачи в делах. Пусть все ваши начинания будут успешными, а новые победы придадут сил для будущих свершений. С Днем России! Ура!